надоело платить за все. Отказ от централизованного отопления пользы не принесет, уверена Валентина Григорьева. А обернется лишь новыми затратами. Дом номер 69 по улице Ямашева, кооперативный. Его жильцы за свой счет только недавно заменили все трубы отопления, а при переходе на индивидуальное нужно будет снова все менять. Ломать, конечно, не строить, но жалко вложенные деньги, говорят казанцы. Было первый раз собрание, люди задавали вопросы, и представители, которые были у нас, конкретно ответить на данный вопрос не могли. Полностью солидарна с такой позицией соседка Катерина Устинова. Она, как и 2/3 этого дома, на общем собрании проголосовала против перехода на индивидуальное отопление. С нас и так дерут хорошо. Ну, в общем, что-то мутно тут. Подобная ситуация наблюдается еще в 7 домах, и все они располагаются в Новосавиновском районе. Они также относятся к ТСЖ. Только такая позиция жильцов может не спасти их кошельки, говорят в кабинете министров, поскольку к маю следующего года пересмотрят тарифы на подогрев воды, и они возрастут. А индивидуальное отопление поможет сэкономить в будущем. Пример перехода в УРУСУ. Правда, две семьи пока там так и не решились на перемены. У них тепла нет, конечно, страдают соседи, которые соседствуют с этими квартирами. Но на сегодняшний день все ресурсы для того, чтобы обеспечить их теплом, имеются. С ними будет работать служба судебных приставов. Подобный переход не прихоть. Тепловые сети в Татарстане изношены на 60%, а долги населения почти 6 миллиардов. Динара Камалова, Алексей Лобанов, ТНВ Казань.